Главные события вторника, 3 октября, в материале наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В России проходит штабная тренировка по гражданской обороне. К мероприятиям присоединились и различные организации Якутии. Айсан Николаев провел встречу с руководителями парламента Якутии. На повестке изменения в структуре исполнительных органов государственной власти региона и подходах к формированию нового состава правительства. В Нерюнгринском районе продолжается прививочная кампания от гриппа. Второй транш вакцины поступил в район в конце прошлой недели. В Якутске прошли финальные схватки по масс-рестлингу среди юниоров. За звание сильнейшего сражались 235 спортсменов. Они бодры и веселы, а возраст для них всего лишь цифры. В Центре активного долголетия в честь Дня пожилых провели дефиле якутских нарядов и устроили концерт. Глава региона назначил исполняющих обязанности министров республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Так, Лена Афанасьева назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения. Валерий Жандуров назначен исполняющим обязанности министра финансов. Евгений Перфильев назначен исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства. Виктор Романов назначен исполняющим обязанности министра строительства. Нюргуна Соколова назначена исполняющим обязанности министра образования и науки. Данные кандидатуры требуют согласования с федеральными органами исполнительной власти. Ну а накануне глава Якутии озвучил ряд новых кадровых решений в правительстве региона. Среди них председатель, его заместители и ряд министров. Все кандидатуры направлены на согласование в Госсобрании Илтумен. Отмечу, что на пост первого вице-премьера правительства назначен Джулустан Борисов. По словам экспертов и лидеров мнений, он имеет большой управленческий опыт работы в государственных органах. Джулустан Анатольевич Борисов – новое лицо в правительстве. Тем не менее, он родом из Якутии и всегда был в поле зрения руководителей нашей республики. Считаю, что он один из тех перспективных учеников Михаила Ефимовича Николаева. Много работал в финансовой сфере, горнодобывающих отраслях. И пробовал работать уже заместителем председателя правительства в Еврейской автономной области. Общественность Якутии делится своим мнением о новых кадровых назначениях в Кабмине. Так, руководитель Якутского регионального отделения «Деловая Россия», заместитель председателя Координационного совета при главе республики Ирина Котенко отметила, что перемены были долгожданными. Сейчас время руководителей нового формата. По ее словам, из предыдущего состава Кабмина остались самые опытные и проверенные люди. Есть те лица, которых необходимо было оставить, такие как Дмитрий Дмитриевич Садовников. Вот действительно, нет абсолютно никаких претензий к его работе. Он человек, который работает на своем месте. Все остальные вновь назначенные руководители. Могу прямо с большим восхищением сказать о работе Балабкиной Ольги Валерьевны. Человек ответственный на своей работе, и она очень качественно подходит к любому своему заданию и к своим регламентным каким-то работам. Айсан Николаев провел встречу с руководителями парламента Якутии. Участники обсудили вопросы повестки второго очередного пленарного заседания Илтумен 7-го созыва. Глава республики проинформировал членов парламента об изменениях в структуре исполнительных органов государственной власти региона и подходах к формированию нового состава правительства. Айсан Николаев подчеркнул, что перед правительством республики на следующее пятилетие поставлены амбициозные цели и задачи, для решения которых требуются компетентные и неравнодушные профессионалы. Единый пункт отбора на военную службу по контракту Якутска продолжает свою работу по набору кандидатов. Пункт оснащен всем необходимым оборудованием, и в нем можно провести полное обследование. Военных осматривают терапевты, психиатры, неврологи, отоларингологи, стоматологи и хирурги. Кандидатов на военную службу по контракту обучают в соответствии с современными требованиями и условиями. Единый центр по отбору граждан на военную службу по контракту работает с 9 утра до 6 вечера. Он расположен по адресу Якутск, Сергелявское шоссе, 11 километр, санатория Барал. На входе в здание кандидаты встречают столичные волонтеры, помогающие с первого раза разобраться с электронной очередью и заполнить анкеты. Далее собеседование, в ходе которого пришедшие рассказывают о том, какой обладают военной учетной специальностью и что умеют, как видят себя в армии.
далее медкомиссии, и уже после нее прошедший первичный отбор собеседуются военными специалистами. Сегодня в Ленск в двухнедельный отпуск из зоны СВО прибыл Леонид Егоров. Врач-онколог, много лет он занимал должность главного врача Ленской ЦРБ. В зону СВО он отправился добровольцем в январе этого года. В сентябре 22-го был мобилизован его сын. Отец надеялся, что там они встретятся, но этого не произошло. Мужчины служили в разных частях, зато в отпуск отец и сын приехали практически вместе. После отдыха Леонид Пантелеймонович снова отправится в зону проведения специальной военной операции, где служит в гвардейской бригаде морской пехоты в медицинском взводе на этапе эвакуации. Задача бригады – вывести раненых с передка, оказать первую помощь, стабилизировать состояние и довести до госпиталя. Каждый осознает, что счастье вот это обычная, мирная, спокойная жизнь, которую мы вот там и оберегаем своей работой на специальной военной операции. Радость от того, что вот вернуться домой своим, посмотреть, повидать. Потому что вроде бы 8 месяцев прошло, а кажется целая вечность. Поэтому я очень рад, что у меня выпала вот такая возможность, и особенно тому, что здесь и также мой старший сын, которым я так и не смог там встретиться. Но сами понимаете, обстановка. С 1 октября начался осенний призыв в армию. В Алданский военкомат по повестке вызовут 120 призывников. Как стартовала кампания, узнавал Руслан Павлов. Первым этапом для призывников вооруженные силы является медицинская комиссия. Здесь определяют годность к строевой срочной службе. Все, кто после медицинского осмотра годен к строевой, будут направлены в воинские части Дальневосточного федерального округа. Правила, или точнее законы, по которым мы проводили призыв и призывную комиссию, пока остаются те же, что и были. Значит, срок службы 1 год. Могу сразу успокоить родителей, что призывники будут проходить службу без замены региона. То есть здесь у нас в Дальневосточном регионе. И призывников, ну, в принципе, уже практика показывает, уже операция длится больше 1,5 лет, поэтому, значит, призывников в зону не отправляют, да. С 1 октября выросли штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Максимальная сумма увеличилась с 3 до 30 тысяч рублей. Отдельный штраф предусмотрен для граждан, которые подлежат призыву и во время его проведения без предупреждения уехали на срок больше 3 месяцев. Да, штрафы увеличились, причем значительно. Я даже постесняюсь назвать эту цифру сразу в эфире. Но я так потому что пугать этими цифрами людей, ну, ни к чему. У нас, в принципе, призывники, в общем-то, довольно-таки ответственно относятся к этому мероприятию. Тем более, что, ну, пройти призывную комиссию, определиться со здоровьем и, в конце концов, если человеку суждено служить в армии, то придется служить. Если нет, то, господи, никакими штрафами его туда не затащишь. В осенний призыв 23 года особых нововведений нет. Призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Принятый в августе закон о повышении призывного возраста начнут действовать с будущего года. Так возраст призывников увеличится до 30 лет. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. На территории Якутии начались плановые штабные тренировки по гражданской обороне. В плановом мероприятии охватили все 12 служб гражданской обороны, спасательные службы, пожарно-спасательные гарнизоны, органы местного самоуправления и государственной исполнительной власти. В канун Дня гражданской обороны прошло совещание по видеосвязи с участием руководителей ведомств о готовности к выполнению мероприятий. Оно проходило в 2 этапа: введение плана гражданской обороны и практическая часть по ликвидации условных ЧС. Напомню, День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября. Ну а сами учения по гражданской обороне прошли в Якутске и в Якутскэнерго. Основная цель штабной тренировки – осмотр готовности нештатных формирований гражданской обороны, проверка содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств обеспечения деятельности при ведении гражданской обороны. Подробнее о учениях расскажет Марфирина Алексеева. Штабная тренировка состоялась по 3 аварийным ситуациям. Задача первой – приведение в готовность системы гражданской обороны Якутской ГРЭС при переводе с мирного на военное время. Условная авария – загрязнение воздуха техногенными веществами. После объявления эвакуации сотрудники организации были эвакуированы в подземное убежище. Бункер состоит из 8 помещений. Это санузлы, кладовые с провизией, водой и топливными генераторами.
2 больших помещения с двухъярусными койками и сердце убежища – это камеры фильтров воздуха. Фильтровентиляционная система имеет у нас 2 уровня очистки. Это регенерационные патроны находятся, которые очищают воздух от вредных химических веществ. И так называемый ФПУ. Эти фильтра очищают уже от более опасной радиационной пыли. В бункере предназначена пища и ресурсы для пребывания более 200 человек на протяжении 2 суток. Во время эвакуации лаборанты производят сбор анализов на степень вредности загрязнения окружающей среды. Мы измеряем вот этот прибор. Здесь находятся индикаторные трубочки, которыми мы измеряем газы. То есть мы методом прокачки. Здесь уровень. То есть это мы делаем. Потом собираем почву, воду для анализов радиационной и химической зараженности. Также экспресс-тесты у нас. Быстренько определить концентрацию железа или каких-то веществ в воде. Потом эти все данные даются руководителю звена и передаются в уже вышестоящий орган. Вторая история обучения. Условно специалист упал с высотного объекта. Объект называется «Градильня». Сразу же поспевает команда спасателей. Его эвакуируют и отводят к медикам. А это учение выявляет готовность нештатных формирований гражданской обороны и знание функциональных обязанностей личного состава, а также проверку содержания запасов медицинских и иных средств. Ежегодно условные ситуации учений меняются. Опытные специалисты вводят в курс практических действий новый персонал. В случае чрезвычайной ситуации все должны действовать по четким регламентам. За всю практику Якутской ГРЭС, конечно, на практике нам не приходилось пользоваться защитным сооружением гражданской обороны. Я надеюсь, нам никогда не придется. Но мы обязаны поддерживать его в боевой готовности, в состоянии эксплуатационной готовности. Поэтому мы это делаем, отрабатываем. И если вдруг возникнет такая необходимость, чтобы мы были готовы ко всему. Энергосистема Якутии обладает самым большим в стране количеством дизельных электростанций – 152 объекта. Энергетики работают в сложнейших природно-климатических условиях. Почти вся республика лежит в зоне вечной мерзлоты, толщина которой местами достигает 500 и более метров. А амплитуда колебаний температуры превышает 100 градусов. Зимой воздух охлаждается до минус 60, а летом нагревается до плюс 40. Именно поэтому к подобным учениям энергетики подходят особенно ответственно. Марферина Алексеева, Джулустан Накентьев, Якутск. Ленский район также принял участие в командно-штабных учениях по гражданской обороне. Целью мероприятия стала отработка действий по ликвидации ЧС, защита населения и других угроз. Готовность всех служб по итогам учения оценена на хорошо. Как отработали органы власти, организации и предприятия, привлекаемые к выполнению задач по гражданской обороне, смотрите в нашем следующем материале. По легенде мероприятия, удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом по зданию администрации. Возгорание произошло на 3-м этаже. В помещении остались люди. На место происшествия в считанные минуты прибыли сотрудники пожарной службы. Сразу же приступили к эвакуации людей. Проверяем первый этаж на наличие людей. Тут же подъехали сотрудники скорой помощи. Они занялись спасением пострадавших. Взяли и раз. Для эвакуации сотрудников администрации был предоставлен автобус. Он доставил людей в обмывочный пункт, который был развернут на базе городской бани. После помывки зараженная одежда была направлена на станцию обеззараживания, расположенную на котельных предприятий ЛПТС, а население города – в эвакопункт, находящийся в одном из подвальных помещений города. У нас были задачи организовать вот такой пункт временного пребывания людей в случае ЧС. Нам нужно было организовать постельные места, работу психологов, медиков, чтобы выбрать место, чтобы было это удобно и комфортно. И мы выбрали это помещение подвальное, потому что это безопасно в той ситуации, о которой мы сейчас говорим. Были организованы постельные места, питьевой режим, но в случае необходимости, конечно, и готовы запасы продовольствия. Техника, на которой передвигалось эвакуированное население, также подлежала обеззараживанию. Оно проходило на предприятии ЛТП-1. Пункт сбора КЧС был развернут на базе ЕДДС. Участники мероприятия, которыми выступили работники районной администрации, поделились с нашей съемочной группой своими впечатлениями после окончания учений.
Хочу сказать, что это очень страшно. Это не дай бог такого, чтобы такое произошло. Страшно очень. Мы здесь вот живем, да, тихо, спокойно. А люди переживают на самом деле вот такой страх Божий такой. Не доведи Господь. Страшно, очень страшно. Все должны быть готовы ко всему, потому что сейчас такая тяжелая обстановка в стране. Ко всему должны быть готовы. Я считаю, что это очень хорошо, что такие проводят учения. Штабная тренировка была проведена в рамках всероссийских командно-штабных учений. В мероприятии участвовали силы и службы района, привлекаемые к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Людей эвакуировали. Согласно плану гражданской обороны, эвакуация у нас проводится в подвалах многоквартирных домов, так как у нас нет специализированных убежищ и укрытий специализированных для работающего населения. Также через ЕДДС мы провели оповещение населения, включили сигналы РСО, Ксенон, информирование населения громкоговорящей связью. Ответственно и серьезно отнеслись к подготовке и проведению мероприятия все службы. По итогам учений получена оценка «хорошо». К чрезвычайным ситуациям, дай бог мы не быть, район готов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Основная цель штабной подготовки – проверка готовности республиканских объектов экономики, жизнеобеспечения и социально значимых объектов к действиям ПЧС. Подробности расскажет Марина Захарова. Приказу МЧС России учения с участием сил постоянной готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и штабные тренировки проводятся ежегодно. Командно-штабные учения в федеральных органах власти и в органах местного самоуправления чуть реже, один раз в 2-3 года. Пришло время, и начиная с 5 утра по якутскому времени началась проверка. По времени, то есть утром, это у нас прибытие руководящего состава и специалистов. Далее прошли эвакуационные мероприятия на объектах жизнеобеспечения и на объектах экономики. Были собраны сборные пункты эвакуации. На птицефабрике мы отработали практическую часть, где ликвидировали условную ЧС по возгоранию с гибелью и травмами работников Якутскэнерго. Также были задействованы силы городских и субъектовых спасателей. Не забыли также отработать эвакуацию жителей микрорайона птицефабрика. Следующим шагом стал осмотр Национального центра медицины, одной из самых больших больниц, рассчитанной на 700 мест. Потому особо важно проконтролировать готовность сотрудников к оперативному вывозу всех пациентов в безопасные зоны. Все службы и бригады отчитались об имеющемся оборудовании, оснащении рабочих мест средствами индивидуальной защиты и порядке действий при различных ситуациях. Мы сегодня в Национальном медицинском центре рассмотрели готовность нештатных формирований для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны. Это медицинские формирования, противопожарные службы, охрана общественного порядка. И самая главная задача – это оказание медицинской помощи для населения. Рассмотрели, как оказывается эта первая медицинская помощь на базе Национального центра. И, в принципе, готовность всех служб Национального центра медицины оценивается как готовы по действиям к предназначению. Руководителем гражданской обороны на территории субъекта является непосредственно глава республики. Он по завершении штабной тренировки провел совещание, в ходе которого сотрудники МЧС озвучили имеющиеся замечания. Был подписан протокол с решениями по их устранению. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Перейдем к другим темам. С понижением температуры воздуха традиционно прогнозируется сезонный рост заболеваемости гриппом ОРВИ. В Нерюнгринском районе продолжается прививочная кампания. Второй транш вакцины от гриппа поступил в район в конце минувшей недели. На данный момент прививку от гриппа получили уже более 3000 детей и чуть более 6000 взрослого населения, что составляет порядка 20% от численности, подлежащей обязательной вакцинации. Получить прививку от гриппа может любой желающий в медицинских учреждениях района по предварительной записи. На текущий момент, то есть последняя неделя сентября, характеризовалась снижением заболеваемости до 30% по детскому населению. И сейчас у нас общий уровень заболеваемости ниже эпидпорогов, где-то на уровне непосредственно эпидпорогов, в том числе и по детским контингентам. Поэтому сейчас проводятся в основном неспецифические меры профилактики по образовательным учреждениям, включая утренние фильтры в образовательных учреждениях, включая методы дезинфекции, проветривания и общие, так сказать, профилактические мероприятия.
Учитель физики Бердигистякской улусной гимназии Иван Дьяконов вошел в число 15 лауреатов, прошедших первый тур финала Всероссийского конкурса «Учитель года России-2023». Всего в первом туре участвовало 90 финалистов. В течение 7 дней они защищали честь своей школы и региона, написали педагогический диктант, представили уроки и внеурочные занятия. Второй тур стартовал 1 октября. До 3 октября конкурсанты покажут членам Большого родительского, ученического и студенческого жюри авторские мастер-классы и выступят с лекцией. Сейчас на сайте Минпросвещения России идет голосование за участников. Оно продлится до 12 часов по московскому времени 3 октября. Иван Герасимович, он работает в нашей школе уже 5 лет. И мы все его полюбили за эти 5 лет. Он молодой, умный, креативный учитель. Мы всей школой, всей республикой призываем вас проголосовать за нашего любимого учителя Ивана Герасимовича. На пенсии не заскучая, считают постояльцы Центра активного долголетия, в котором сегодня в честь Дня пожилых провели дефиле якутских нарядов и устроили концерт для гостей из Министерства труда и социального развития республики. Пенсионеры со всего региона приезжают сюда и проводят с пользой целых 10 дней. Сначала их осматривают врачи, проводят обследования, при необходимости назначают инъекции витаминов. Ну а затем самая приятная часть. Постояльцам проводят различные творческие мероприятия, фотосессии, вывозят на экскурсии по достопримечательностям Якутска и досуговым учреждениям. Многие возвращаются в центр не по одному разу. В спортивном комплексе «Мадун» состоялись финальные схватки первенства Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу среди юниоров. Приняли участие в схватках девушки и юноши 2008-2009 годов рождения. За ходом соревнований следила моя коллега Даяна Федорова. В финальных схватках по масс-рестлингу приняли участие 235 спортсменов из Амгинского, Вилюйского, Татинского, Мегино-Кангаласского и других районов республики, а также среди участников представителей колледжей, институтов, университетов и спортивных клубов. Всего насчитывается 25 команд. Участники разделены на весовые категории. Юниоры от 60 до 105 кг, юниорки от 50 до 80 кг. Уровень спортсменов очень высокий, потому что это очень ответственный старт, несмотря что он не командный, личный, да, но на кону путевки на первенство России, которое у нас состоится 27-28 ноября в городе Суздаль. И вот эти вот соревнования являются отборочными к первенству России, поэтому спортсмены и спортсменки, завоевавшие первые-вторые места, получат путевки. Участники, выступившие в финальных схватках по масс-рестлингу, показали хорошую подготовку и боролись с завидным упорством. Яна Захарова является мастером спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, 8-кратной чемпионкой России и тренирует спортсменов СВФУ. Ее воспитанники часто выступают на соревнованиях и являются неоднократными победителями. Большинство первокурсницы поступили в этом году. Наш университет тренируется месяц. 8 девушек участвуют, и все заняли первое и второе место. Подготовка месяц у нас шла, чисто на технику работали. И сегодня все победили, все заняли первое место в своих весовых категориях. В каждой весовой категории среди юниоров и юниорок 23 спортсмена заняли первые и вторые места. Среди юношей и девушек 18. Спортсмены награждены медалями и дипломами, а также совсем скоро они выступят на первенстве России. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.